Дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию литературный вернисаж. Забытых книг мерцают корешки. В каждой библиотеке на полках наряду с востребованными новинками стоят проверенные временами издания, незаслуженно забытые в настоящее время. Это книги, изданные в советское время. Их обложки изрядно потрепаны, страницы желто-коричневого цвета, местами поломались и раскрошились от времени. Но среди них немало книг, которыми в свое время зачитывались, за которыми выстраивались нешуточные очереди. Некоторые из этих книг незаслуженно забыли, хотя читать их по-прежнему невероятно интересно. Стоит достать с полки старую книжку, и вспоминаются все события давно минувших дней. Это те писатели, произведения которых можно читать и перечитывать все время. Великие сражения и судьбы обычных героев описаны во многих художественных произведениях, но есть книги, мимо которых нельзя пройти и о которых нельзя забывать. Они заставляют читателя задуматься о настоящем и прошлом, о жизни и смерти, о мире и войне. Я предлагаю вам вновь перечитать книги казахстанских и советских писателей о Великой Отечественной войне. И начать хотела бы я с известного произведения Габита Мусрепова «Солдат из Казахстана». Автор рассказывает нам историю десятилетнего Кайруша, который бросает родную землю, чтобы избежать наказания за пропажу тёлки. Он приходит в город, где впервые видит электричество и другие чудеса современной цивилизации. Он взрослеет, учится, приобретает специальности. А потом начинается война. Свидетель и участник ее Кайруш Сарталеев просто рассказывает о повседневной жизни бойца, о прозаических и часто комических ситуациях, о том, как солдат из Казахстана будет оборонять Москву, ощущая себя частичкой огромной страны. Будут новые бои, тяжелое ранение, госпиталь и опять фронт. И, наконец, битва за Крым, в которой Кайруш Сарталеев вместе со своими товарищами совершит свой подвиг. Вместе с сержантом Кайрушем, лучшим разведчиком, мы шаг за шагом проходим по освобожденной земле. Книга «Волоколамское шоссе» Александра Бека является одним из самых лучших произведений о Великой Отечественной войне. В ней рассказывается о легендарной Панфиловской дивизии, которая в самый тяжелый момент 1941 года удержала врага во время битвы за Москву, а конкретно о командире батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка старшем лейтенанте Бауржан Мамышулы. Батальон этого выдающегося командира десятки раз оставался отрезанным от своих частей, сражался в полном окружении и делал это так виртуозно, что всегда прорывался к основным войскам с малыми потерями, но нанося при этом врагу невосполнимый огромный урон. Равняйсь! Верно! Равняй направо! Товарищ комбат, сегодня усиленный взвод под моей командой уничтожил около 100 фашистов. Но мы были окружены, и я принял решение атаковать, пробиться. Почему ты не вышел на дорогу? Слышишь? Там враг рвется к Москве. Там дерутся наши братья. А ты уклонился от выполнения своего долга. Ты сбежал! Я думал, товарищ комбат. С тобой у меня разговор окончен. Иди. Куда, товарищ комбат? Куда хочешь. Иди в тыл. Скажи, что ты оставил свой пост. Ты нам больше не нужен. Иди. Есть, товарищ комбат. Пронзительное произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова основано на реальной истории, которую Шолохову поведал случайный знакомый. Главный герой – фронтовик Андрей Соколов, очутившийся в плену врага после ранения. Шолохов показывает нам всю гамму чувств, демонстрируя всевозможные характеры людей, цель которых – выжить. Одни пленные проявляют невероятное благородство, другие же паразитируют на горе товарищей и предают своих же ради поблажек от немцев. Вырвавшись наконец на свободу, Соколов узнает, что вся его семья погибла. Война прошла, наступил долгожданный мир, но в душе осталась пустота. Повстречав осиротевшего мальчонку, мужчина усыновляет его, даруя и ребенку, и самому себе надежду на новую жизнь. Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой? Да. Я твой отец. Папка! Родненький!
Многим известен роман Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Это великолепная, неповторимая экранизация, которую с удовольствием и каждый раз со слезами пересматривает вот уже не одно поколение. Война не место для женщины, но в порыве защитить свою страну, свое отечество, даже представители прекрасной половины человечества готовы сражаться. Девичья бригада зенитчиц во главе со старшиной противостоит неравной схватке вражеским диверсантам. В событиях 1942 года погибают все, кроме командира. Это тонкое психологическое произведение, в котором показана любовь, красота и смерть, которые просто ходят рядом и пересекаются друг с другом. Товарищи бойцы, противник, вооруженный до зубов, движется в нашем направлении. Соседей нет у нас ни справа, ни слева, и помощи нам ждать неоткуда. Поэтому приказываю всем бойцам и себе лично держать фронт. Держать! Даже когда сил не будет, все равно держать. На этой стороне немцам земли нету. Потому что за спиной у нас Россия. Родина, значит, проще говоря.